Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире программа «Утро Якутии», в студии Руслан Ачиров. И это утро вместе с вами мы начнем с самых бодрых, интересных новостей, с очень интересных гостей. Ну, о чем мы сегодня поговорим и что покажем. Самым первым гостем в нашей студии станет балетмейстер, постановщик театра оперы и балета, где мы поговорим о предстоящих гастролях Большого театра в Якутию. Какая программа ждет любителей искусства, а также далее узнаем, какая музыка, по словам ученых-исследователей, успокаивает людей и снимает стресс. Также поговорим о такой болезни, как болезнь Альцгеймера, которой подвержены многие люди пожилого возраста, как эта болезнь проявляется и насколько актуален этот недуг среди якутян. Также традиционно покажем наши рубрики «Мой доктор», «Столетие Якутской ССР» и многое другое. Так что оставайтесь вместе с нами и не забываем писать, отправлять нам ваши сообщения, поздравления и новости на наш номер 8 914 273 44 88. Ну а сейчас самое время по традиции узнать, какая погода за окном. В центральных районах республики по состоянию на 6 часов утра температура воздуха была минус 9, минус 5 градусов. В заречной группе районов 10-3 градуса ниже нуля. В южных плюс 2. В Вилюйской группе районов минус 3, минус 2. В Нижнеленских от минус 3 до 0 градусов. В западных 1-5 градусов выше нуля. В Колымо-Индигирской группе улусов от 0 до плюс 8. В Янских районах минус 6, минус 1. На северо-западе минус 2, плюс 1 градус. В Якутске на 6 часов утра температура воздуха была минус 3 градуса. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 6, плюс 8 градусов тепла. Ну а наш сегодняшний эфир мы хотим начать с поздравления нашей подписчицы и постоянного телезрителя программы «Утро Якутии» Татьяны Семеновны. Мы вчера ей вручили билет в кинотеатр, и именно она стала победительницей нашего конкурса, который мы проводили на нашем телеграм-канале. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и прозрачный вечера. Вот как написал наш любимый поэт Федор Тютчев: «Начало осени и начало бабьего лета». Доброе утро, дорогая родная республика. Доброе утро, любимая передача «Утро Якутии». Что я хочу пожелать нам всем? Я хочу, чтобы эти дни продолжались как можно дольше, чтобы набраться позитива на долгую нашу холодную зиму. Гуляйте, дышите свежим воздухом, накапливайте себе витамин D и гормоны радости. Всего вам доброго. Спасибо. Ну а мы, в свою очередь, поздравляем Татьяну Семеновну с победой и напоминаем, что в нашем телеграм-канале часто проходят различные конкурсы, поэтому открывайте телеграм, подписывайтесь на наш канал «Утро Якутии». Ну что, вот с такой позитивной ноты мы начнем наш эфир. И сейчас давайте узнаем, что же произошло, пока мы спали. Так, на Колыме в эти дни жители населенных пунктов наблюдают красивое природное явление – северное сияние. Завораживающие фотографии они выставляют в социальных сетях. А вот всеми нами известный фудблогер Панда Саха посвятил вчерашний день рыбалке. Он выложил у себя на странице в социальных сетях, как вместе со своим четвероногим другом ловит карасей и проводит последние осенние дни. Ведь действительно, пока на улице еще нету снега, надо чаще проводить свое свободное время на улице. Ведь впереди долгая, суровая, холодная якутская зима, которая длится почти полгода.
Также, пока мы спали, в социальной сети Telegram набирает популярность видео, где две девушки перебирают свой осенний урожай картошки. Видео снято в режиме таймлапс, и ниже под постом к видео подписали: если бы и в жизни можно было так ускоренно перебирать картошку. Действительно, девушки молодцы и честно заслуживают лайк и от нашей передачи «Утро Якутии». Ну а мы продолжаем рассказывать, что же произошло, пока мы спали. Так, японская компания Танко разработала аппарат Макасети. Этот гаджет размером с кофемашину профессионально заваривает лапшу быстрого приготовления. Производитель заявляет, что их новинка заварит идеальный доширак. Все, что вам нужно, это залить воду в емкость, регулируемой по высоте подставкой, ну а затем открыть чашу с лапшой и поставить ее под машинку. Такую диковинку можно купить и себе домой. Стоимость составляет $45, то есть 2700 рублей по курсу. Разработчик приложений Apollo, клиент для чтения Reddit, выпустил обновление, в котором обыграл новый вырез iPhone 14 Pro. Из динамического острова получилось сделать тамагочи. Об этом сообщает издательство MacRumors. Теперь при чтении форума по вырезу будет бегать виртуальный питомец в пиксельной рисовке. На выбор можно добавить кошку, собаку, ежа, лису и аксолотля. Анимированное животное будет появляться, когда пользователь взаимодействует с приложением. Зверек может просто ходить по кругу, спать и есть. Ну что, вот такие вот новости произошли, пока мы спали, друзья. Ну а сейчас перейдем к следующей новости. Большой театр привезет в Якутск специальную гастрольную программу. Так, 23 и 24 сентября на сцене Государственного театра оперы и балета Якутии состоится уникальное событие. Первые гастроли солистов балета и оркестра Большого театра России. Ну и, конечно, друзья, хотелось бы сейчас представить нашу гостью в студии. Это Екатерина Тайшина. Она является руководителем балетной труппы, балетмейстером-постановщиком. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Скажите, какая программа ждет зрителей? Программа в двух отделениях будет. В первом отделении это знаменитый балет Жоржа Бизе, Родиона Щедрина, Кармен Сюита в хореографии Альберта Алонсо. Второе отделение – это гала-концерт звезд Большого театра, который представит зрителям шедевры мировой классической хореографии. А скажите, это первый визит Большого театра к нам в республику? К нам приезжали премьеры и примы Большого театра, участвовали в наших балетных фестивалях, таких как «Северный дивертисмент» и «Стерх». Но в таком составе Большой театр России приезжает к нам впервые. Из перечисленной программы, что интересного нас ждет и какие ваши рекомендации как профессионала в этой сфере? Ну, все мы знаем, что Кармен Сюита – это шедевр мировой классики. Он был поставлен в Большом театре специально для Майи Плисецкой, и я думаю, зрителям будет очень интересно посмотреть это уже в более современной, я бы сказала, интерпретации, да? Ну, а шедевры мировой классики, мне кажется, нужно знать и с удовольствием смотреть всем зрителям. Ну, а что касается вообще сезона, да, в этом сезоне что подготовил театр для любителей искусства? Мы сейчас уже начали подготовку. У нас очень большой проект, который, кстати, премьера пройдет в Большом театре. Это новая постановка оперы «Нюргенботтер». Это такой большой масштабный проект, в котором будет задействован весь творческий состав. То есть это полностью оркестр, хор, солист оперы и вся балетная труппа. С нетерпением ждем, готовимся. Скажите, вот вообще то, что привезет Большой театр, насколько сложно попасть, допустим, на эти постановки в Москве? И вот вообще это уникальное событие для жителей республики? Конечно, это уникальное событие, но вы все знаете, что в Большой театр просто так не попасть. Да, и сколько стоят билеты, и насколько это все быстро раскупается. К нам приезжал Мариинский театр, это тоже один из лучших театров в мире, но так как Большой театр у нас впервые, я советую всем обязательно прийти и посмотреть.
Ну, я предлагаю еще раз напомнить, с какого по какое число и во сколько, ну, вот, информацию для наших зрителей. 23-24 сентября в Государственном театре оперы и балета состоятся гастроли Большого театра России. Всех ждем с нетерпением. Хорошо. А вообще, вот театр оперы и балета, да, насколько сейчас подготовлен для нового сезона? Конечно, наше здание уже не новое. И встреча именно подготовка к Большому театру, вообще вопрос о приглашении Большого театра на столетие республики стоял давно. И мы уже тщательно подготовились и готовы принять наших уважаемых гостей. Сцена у нас, к сожалению, не может показывать именно многоактные и крупные постановки Большого театра, но по параметрам и размерам она схожа с новой сценой Большого театра, где проходят небольшие форматы спектаклей и концертные программы, поэтому ту программу, которую привезет Большой театр, мы достойно представим на нашей сцене. Ну вот обычно бывает, когда приезжают звезды на концерт, да, то есть у них есть свой определенный райдер, да, какие-то, ну, требования, пожелания, ну, вплоть до что должно находиться в гримерке. Вот у артистов Большого театра вот есть какие-то такие пожелания? Ну, скажу одно, что райдер у них огромный, требований у них очень много. Мы сделали все возможное для того, чтобы принять наших гостей и с теплотой, и с радушием, и, конечно же, со всем комфортом. Замечательно. Ну, а вот сейчас еще идет ремонт, да, перед самим театром, да, проспекта Ленина. Да. Это как-то вообще вот влияет на работу театра, как вы думаете? Я думаю, что нет. Я не думаю, что только наш театр сейчас испытывает такие трудности. Это, по-моему, весь центр нашего города. Но в театр ходят люди с удовольствием. У нас уже было открытие сезона и полные аншлаги. И зритель с нетерпением ждал нового сезона. И так же, как и мы. И, по-моему, такие небольшие проблемы не должны остановить ни нас, ни зрителей. Ну, я думаю, что настоящим ценителям искусства действительно никакие преграды нипочем. И напоминаю, что 23 и 24 сентября на сцене театра оперы и балета состоится гастроли солистов балета и оркестра Большого театра. Ну, а сейчас, дорогие друзья, Екатерина, вам большое спасибо. Мы прервемся на небольшую паузу. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Банк России с 1 декабря 2022 года вводит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом не выше 10% в рамках участия в долевом строительстве жилья. Исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе. Первый цифровой аудиогид по более чем 30 локациям на протяжении 100 километров национального парка Ленские столбы записали в республике. Аудиогид охватывает речной маршрут по акватории реки Лены и пешую часть по экотропе нацпарка. В экскурсию вошли питомник лесных бизонов Усть-Ботама, песчаные дюны Тукуланы, стоянка древнего человека Деринюрях, также история об образовании столбов и информация о флоре и фауне. В путешествии туристов будет сопровождать голос актера Нюргуна Бычиген, исполнившего главную роль в фильме «Тыгын Дархан». Ну а с будущего года в Якутии планируют начать подготовку гидов-экскурсоводов. Соответствующая программа обучения появится в Северо-Восточном федеральном университете. Соглашение о подготовке гидов-экскурсоводов планируют подписать в правительстве Якутии с Институтом языков и культуры народов. Об этом сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Тимур Ханды. По словам министра, сейчас сфера внутреннего туризма в регионе развивается быстрыми темпами, но существуют кадровые ограничения. Например,
отсутствие специального образования у сотрудников туротрасли. Завершилась экспедиция на одно из самых суровых мест Арктики – остров Беннета. Участники преодолели около 800 километров по маршруту Колчака. Всего перед участниками экспедиции стояло несколько задач, одной из которых являлось проведение комплексного исследования состояния экосистемы острова. Всего было собрано 8 видов растений, которые далее были переданы Институту биологии. На острове также было зафиксировано большое количество моржей и белых медведей. И впервые со времен Эдуарда Толля замечены северные олени. Каждый раз нужно пополнять гербарий. В частности, этот гербарий сейчас проделает путь до Санкт-Петербурга. В Ботаническом институте есть отдел растительности Крайнего Севера. Там и флористы сидят, и люди, которые знают хорошо систематику по многим отдельным группам. И мы у них проверим. И там сейчас находится Николин Евгений Георгиевич. Это заведующий группы флористики. И вот у нас такое некая совместная будет работа. Республиканский патриотический слет юнармии пройдет в Якутске 23-24 сентября. Мероприятие включает в себя мастер-классы по военно-полевой медицине, тактическим действиям и различные спортивные соревнования. Будут проведены турниры по гиревому спорту среди юнармейцев и страйкболу. Для участников подготовили экскурсии по историческому парку «Россия. Моя история» и экспозиции военной техники. Также правоохранительные органы Якутии ознакомят юнармейцев с деятельностью своих учреждениях на показательных выступлениях. Специалисты Роскачества проверят на безопасность мягкие игрушки Хаги-Ваги, созданные по мотивам компьютерной игры Poppy Playtime. Особое внимание будет уделено игрушкам, которые продаются в интернет-магазинах и маркетплейсах. Исследование включит в себя тестирование на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, а также прочность. Помимо этого, фокус исследования будет направлен на анализ сопроводительной документации, что позволит проверить происхождение товара и проследить его путь на полку магазина. Все игрушки получат психолого-педагогическую оценку с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире «Утро Якутии» на канале Якутия-24 НВК СХ. Мы рады вас приветствовать. И, конечно же, напоминаем, что вы можете участвовать в нашем прямом эфире. Отправляйте ваши поздравления на наш номер 8 914 273 44 88. Ну, а сейчас давайте посмотрим, чем запомнился этот день в истории и чьи именины сегодня будем отмечать. Далее рубрика «Даты и события». На календаре 21 сентября сегодня отмечают День мини-гольфа, День поиска сказок, Всемирный день благодарности, День IT-профессионалов, Международный день мира, День зарождения российской государственности. По народному календарю этот праздник приурочен к рождению Пресвятой Богородицы или Осенины. К этому дню в полях заканчиваются уборочные работы. Люди благодарят Богородицу за собранный урожай. По этому случаю устраивались народные гуляния с песнями, танцами и играми. Также следили за приметами. Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной. События в этот день. В 1676 году вступил на престол Папа Римский Иннокентий XI. Начался переход русских и австрийских войск через швейцарские Альпы под командованием Суворова. После 48 лет отсутствия в России с 2 концертами прибыл Игорь Стравинский. В 2004 году был основан Вики-цитатник на русском языке. В этот день родились Герберт Уэллс, английский писатель, публицист; Шарль Николь, французский врач и микробиолог, нобелевский лауреат; Ольга Книппер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова; Зиновий Герд, советский актер театра и кино, народный артист СССР; Юрий Лужков, российский политический деятель, 2-й мэр Москвы; Стивен Кинг родился в 1947 году, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов». Светлана Ромашина, российская спортсменка, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Именины в этот день отмечают Ян, Иван, Егор, Георгий, Мария.
Вот уже который год на территории региона реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Но, несмотря на это, люди продолжают сталкиваться с рядом проблем как при продаже, так и при покупке. Судятся и тратят не только свое время, но и нервы. Сейчас мы разъясним, в каких ситуациях людям возмещают деньги, а в каких случаях им положены квадратные метры. Спор вокруг возмещения средств и квадратных метров вокруг аварийного жилья не утихает и по сей день. Люди как покупали аварийное жилье, так и покупают и по сей день. При этом зачастую не прибегают к помощи осведомленных лиц или правовых агентов. Ведь порой риэлторы или даже собственники ради своей выгоды суют покупателям, можно так сказать, кота в мешке. В итоге люди, купившие жилье в аварийном жилфонде, не только теряют свои кровные деньги, но и нервы. Итак, мы сходили в региональное министерство строительства и сейчас вам разъясним ситуацию. Собственники аварийных домов, которые ими являются вот уже на протяжении многих лет, на сегодня могут рассчитывать на получение квартиры аналогично по квадратным метрам или выбрать денежное возмещение по рыночной стоимости. То есть он сам находит оценщика, независимого оценщика, заказывает оценку квартиры, ему делают отчет об оценке рыночной стоимости квартиры, и какая сумма там прописана, он эту сумму получает. При этом, если собственник решился на получение квартиры, то здесь выдается квартира, равноценная тому, где он раньше проживал. То есть, если у него была двухкомнатная квартира на 40 квадратных метров, то при переселении он может получить однокомнатную квартиру или квартиру-студию близким по квадратам. Тут тоже есть нюанс, то, что собственникам выдается согласно равноценности, а не равнозначности. То есть квадраты могут быть не соблюдены, квадраты могут быть уменьшены чуть-чуть. Это в нанимателях очень строго соблюдается, площадь и комнатность. Если наниматель проживал в трехкомнатной квартире, то без его согласия меньше трехкомнатной ему не должны предоставлять. При этом люди, проживающие в муниципальных квартирах, то есть по договору социального найма, не имеют возможности на возмещение в денежном эквиваленте. Им выдается только квартира. А вот те, кто купили квартиру уже в признанном аварийном доме, то есть признанный аварийным с 1 января 2012 до 1 января 2017 года, может рассчитывать только лишь на возмещение денежных средств в сумме, не превышающем стоимости приобретения квартиры. Например, он купил квартиру в аварийном доме за 1 миллион рублей, то при сносе он получит лишь эту сумму, но не более. Также должны обязательно предоставить справку от независимого оценщика. Так что в наше время покупать аварийное жилье и надеяться на получение новой квартиры не стоит. Вам будут возмещать только финансово, и то это на сегодняшний день тоже невыгодный вариант. Прежде чем купить квартиру в аварийном жилищном фонде, изучите законы и другие документы, регламентирующие этот порядок. Ведь незнание закона не освобождает вас от ответственности. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Ну а наш эфир продолжит наша постоянная рубрика «Полезные советы». И сегодня мы расскажем, какие программы должны быть в школах при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Доброе утро! В рубрике «Полезные советы» мы сегодня будем говорить о детях с ограниченными возможностями здоровья. То есть об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Не все дети успешны в усвоении общеобразовательной программы. Поэтому существует перечень адаптированных образовательных программ, которые определяет психолого-медико-педагогическая комиссия. Для того, чтобы был ребенок успешен в школе, для него нужно подобрать правильную адаптированную программу. Их у нас очень много. 28 программ по госстандарту с ограниченными возможностями здоровья и 2 варианта для детей с ментальными нарушениями. Так, для того, чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья хорошо учился в школе, чрезвычайно важно организовать для них продленку. Ну вот в советское время, да, говорили продленка. Потому что ребенок, то есть обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, не может самостоятельно справиться с выполнением домашних заданий. Для этого необходимо, чтобы в школе были созданы условия, необходимо, чтобы специально назначенный педагог проводил с ними, то есть выполнял с ними домашнюю работу.
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательном учреждении – это деятельность психолого-педагогического консилиума. Что значит психолого-педагогическое сопровождение? Это значит, чтобы с ребенком занимались не только классный руководитель и психолог, то есть должны быть задействованы все специалисты, которые могут ему помочь. Это и учитель-логопед, и учитель-дефектолог, классный руководитель, естественно, да, социальный педагог. Очень много специалистов психолого-педагогического сопровождения. Все они у нас консолидированы в службе психологического сопровождения образовательного учреждения. И чтобы ребенок был успешен в школе, необходимо, чтобы отрабатывали все специалисты службы сопровождения. Употребление черного чая способно снижать риск смерти от всех причин. Статья об этом опубликована в Annals of Internal Medicine. Ученые из Национального института рака в Соединенных Штатах Америки обнаружили, что черный чай может повышать защиту организма от сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти из-за содержания в нем антиоксидантов. В ходе статистического исследования с охватом в 500 тысяч человек от 40 до 69 лет выяснилось, что высокое потребление черного чая связано с более низким риском смерти от всех причин, в том числе заболеваний сердца и инсульта. Эта зависимость сохранялась и для тех, кто добавлял в чай молоко с сахаром, а также для людей с замедленным метаболизмом кофеина. Таким образом, по их мнению, чай можно считать элементом здоровой диеты. Ну а исследователи из университета де Монфор обнаружили, что музыка помогает справиться с перееданием из-за стресса. Результаты были представлены на британском фестивале науки. Участие в исследовании приняли 120 женщин, которых авторы попросили назвать песню, которую они слушали, когда грустили, испытывали стресс или зацикленность. Затем ее включали для них во время еды в условиях испытания. Оказалось, что женщины, которые слушали музыку, вызывающую гнев или грусть, ели вдвое меньше чипсов, шоколада и сладостей. Среди таких песен были «Back to Black» Эми Уайнхаус, «Mockingbird» Эминема и «In the End» Linkin Park. Женщины ели примерно на треть меньше, если слушали успокаивающую музыку «Fix You» Coldplay или «Lay Me Down» Сэма Смита. Ученые предположили, что такой эффект можно объяснить высвобождением дофамина и серотонина, которых может не хватать при стрессе. Другой способ повысить его – вкусная еда. Тем не менее, прослушивание музыки не менее эффективный и такой же быстрый метод борьбы со стрессом, который стоит рассмотреть всем любителям заедать стресс. Ну а в столице региона возобновят акцию «Ночь вакцинации». Профилактическое мероприятие пройдет в Театре эстрады. Это бывшее здание Клуба Европа. Акцию проведет Якутская городская больница номер 3. Желающих получить вакцину против гриппа и ОРВИ приглашают сюда 22 сентября с 18 часов до 24:00. Любой житель Якутска на месте может получить консультацию врача-терапевта и сделать бесплатно прививку от гриппа отечественной вакцины с актуальными штаммами Ультрикс Квадри, Совигрипп без записи. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Между тем продолжается и иммунизация населения от коронавируса. Так, за минувшие сутки эпидемиологами было выявлено около 400 случаев заражения коронавирусом. При этом, как отмечают врачи, не всем рекомендовано получать эту вакцину. О том, кому не рекомендуется или временно воздержаться от получения вакцины от коронавируса, мы расскажем в нашей рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Вакцинация – самый надежный способ защитить себя от коронавирусной инфекции. Прививка не дает гарантии, что вы не заболеете. Ее главный эффект – это практически стопроцентная защита от тяжелого течения коронавируса, госпитализации и смерти. Вакциной с доказательной эффективностью в крупных рандомизированных международных клинических исследованиях является вакцина «Спутник Ви» или «Гамковид-Вак». Однако существует ряд препаратов, которые препятствуют выработке антител, тем самым создавая мнимое чувство защищенности от коронавируса.
Для лечения рассеянного склероза принимаются моноклональные антитела, которые инициируют разрушение бета-клеток, тех самых клеток, которые производят антитела. Запас бета-клеток истощается, и антитела не вырабатываются. Одним из таких препаратов является ритуксимаб, который применяется в лечении аутоиммунных заболеваний, в онкогематологии и при лечении рассеянного склероза. Рекомендации для таких пациентов – вакцинироваться через 4 недели после курса и отложить следующий курс, если позволяет активность заболевания, еще на 4 недели. В декабре 2021 года было проведено исследование на пациентах с ревматоидным артритом, применяющих метотрексат и преднизолон. В итоге 40% исследуемых не ответили на вакцинацию, а при своевременном применении преднизолона и метотрексата у 70% участников не выработались антитела. Рекомендации для таких пациентов, применяющих метотрексат и глюкокортикостероиды, проверить свой уровень антител. Люди с онкологическими заболеваниями находятся в особой группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Выяснилось, что у 33% онкологических пациентов, получающих активную цитостатическую противораковую терапию, не вырабатываются антитела. Таким пациентам рекомендовано проконсультироваться со своим лечащим врачом для выбора оптимального времени вакцинации между циклами химиотерапии. Бывший президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган, известный британский писатель-фантаст Терри Пратчетт, знаменитый лейтенант Коломбо, актер Питер Фальк, голливудская дива 40-х Рита Хейворд. И это лишь часть списка тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Этот коварный недуг отнимает сначала память, а следом речь и разум. И что самое страшное, лекарство от него до сих пор не придумано. С каждым годом все большему количеству пожилых людей ставится диагноз «болезнь Альцгеймера». По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время во всем мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией. Ежегодно происходит около 10 миллионов новых случаев заболевания. Ожидается, что это число увеличится до 82 миллионов человек в 2030 году и до 152 к 2050 году. Об этом страшном недуге современности мы поговорим сегодня с нашим гостем в студии Николаем Сыромятниковым, врачом-неврологом кабинета памяти Республиканской клинической больницы номер 3. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, как проявляется эта болезнь? Могут ли этим недугом страдать молодые люди или же это чисто такая вот старческая болезнь? Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание головного мозга. Оно хроническое, постепенно прогрессирует, то есть симптомы нарастают, да? И в основном, да, болеют пожилое население, но иногда бывают такие формы, которые начинаются в более молодом возрасте, там 45, может быть, даже с 50 лет, но это, как правило, такие особые формы, атипичные формы болезни Альцгеймера. А так, да, в основном это проблема пожилого населения. Угу. Есть ли какая-либо статистика, сколько людей в Якутии страдает болезнью Альцгеймера? Такой статистики, к сожалению, мы предоставить не сможем. И по всей России тоже статистика ограничивается либо прогнозами экспертов, либо статистикой, которую предлагает, допустим, Минздрав. Да? То есть, там такая очень большая комплексная проблема, и данные есть только по отдельным городам или регионам. Но сейчас растет число пожилого населения, людей старше трудоспособного возраста, следовательно, растет и само заболевание. А почему люди болеют этой болезнью Альцгеймера? К сожалению, точно сказать никто не может. Международное сообщество до сих пор спорит насчет различных теорий и гипотез возникновения болезни Альцгеймера. В основном связывается с нарушением метаболизма вообще в своих нервных клетках. Происходит какое-то нарушение и начинается накапливаться патологический белок, который в свою очередь начинает повреждать нервные клетки. Это как бы такая преобладающая амилоидная теория. Есть еще различные вирусные, аутоиммунные теории. И многие прогнозируют, что скоро мы узнаем. Да? То есть исследований проводится много, тема актуальная, и все бьются над этой задачей. Но, тем не менее, такие большие усилия, и на самом деле еще не придумали лекарства от этой болезни. Да, к сожалению, лекарств таких нет, но есть лекарства, которые модифицируют вот это течение, да, то есть снижает скорость нарушения когнитивных функций. То
То есть, назначая вот эти препараты, мы помогаем человеку сохранить самостоятельность, дееспособность на более длительный срок, как если бы он не был, допустим, если он не получает такое лечение, то скорость, к сожалению, возрастает. А с этими препаратами скорость снижается, доказанно снижается. То есть есть возможность только замедлить, но не вылечить, да, эту болезнь? Да, основная задача идет сохранение как можно дольше когнитивного статуса. А каким образом еще можно замедлить этот процесс, есть ли какие-то советы, может быть, по профилактике? Коснемся профилактики. Профилактика, она довольно простая, то есть это тоже те же самые советы, которые дают нам терапевты по профилактике риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это контроль артериального давления, это контроль определенных клинических анализов, то есть это общий анализ крови, биохимия, в том числе глюкозы и липидного спектра, да, жиров. И во вторую очередь это уже идет физическая нагрузка обязательно для пожилого возраста. Это 150 минут еженедельно. В неделю должно быть 150 минут физических нагрузок. И желательно, чтобы эти нагрузки были направленные, да, то есть это конкретное занятие по 30-20 минут. Несколько раз в день, да? Несколько раз в неделю. И в-третьих, это, получается, нас очень хорошо защищает наш опыт, наше образование и тяга к новому. Да? То есть не надо заканчивать, изучать что-то новое для себя, допустим, 30-40 лет, а продолжать этим заниматься. То есть это должны быть увлечения, это должны быть какие-то занятия искусством. Да? Ну, искусство, вот говорят, он очень хороший защитник нашего разума. Это любой вид деятельности, от пения, рисования до прослушивания музыки, чтения книг, стихов и так далее. То есть мы можем найти очень много увлечений, которые будут давать нам не только радость, да, удовлетворение, а еще и будут защищать наше здоровье, наш разум. То есть я правильно понимаю, что в тонусе нужно держать как тело, да, то есть нагружать немного физическими нагрузками, так и мозг, чтобы, что-то все время изучать новое и увлекаться. Да, потому что во время такого процесса возникают новые нервные связи, и тем самым повышается наш когнитивный резерв. И даже если человек заболеет, то болезнь будет протекать намного медленнее. А какие мероприятия проводятся на сегодня в республике для профилактики этой болезни? Допустим, наш кабинет памяти, который организован в Республиканской клинической больнице номер 3, был инициирован именно антидементной стратегией, которая по всей России проводится. Да? Антидементный план называется. И плюс еще правительством республики был принят ряд приказов, положений о активном долголетии. Да? То есть вся наша деятельность, получается, построена именно на основании вот этих документов. И в нашей клинической больнице, получается, есть вот кабинет памяти и есть ОНО «Долгожить», которое занимается паллиативной помощью для больных с деменцией. Николай, спасибо вам большое за то, что посетили наш утренний эфир. Друзья, а мы сейчас перейдем к новостям, узнаем, какие самые актуальные новости, события произошли в республике, в стране и в мире. И передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. Якутия в этом году увеличила добычу олова до 360 тонн. Рекорд по добыче поставил первый резидент арктической зоны – компания «Янолова». Предприятие ведет добычу на месторождении ручей Терехтях на территории Устьянского района. В планах увеличить количество работников до 180 человек. Сообщается, что набор сотрудников на предприятие будет осуществляться через республиканскую программу «Местные кадры в промышленность». Асфальтирование улицы Чернышевского в Якутске завершится до 25 сентября. К этому сроку участок дороги полностью заасфальтируют. Напомним, ремонт на улице Чернышевского проводится в связи со строительством городского канализационного коллектора номер 3. Работы по укладке трубы продолжатся к ноябрю этого года от кольцевой развязки до улицы Автодорожная. И по плану должны завершиться в мае 2023 года.
Нюрбинский район открыл отопительный сезон 6 сентября в срок, установленный правительством республики. Все объекты теплоснабжения, а это 36 котельных, подающих тепло в социально значимые объекты и частный сектор, запущены. До 6 сентября был проведен капитальный ремонт из средств фонда капремонта на общую сумму 27 миллионов рублей, а также текущие работы, которые проводятся круглогодично на сумму в 4 миллиона рублей. Плановый объем завоза топливно-энергетических ресурсов в навигацию был выполнен на 47,5 тысяч тонн каменного угля. И ранее автозимником был завоз жидкого топлива на 2600 тонн. Благодаря ежедневному добросовестному труду коммунальщиков теплоснабжение в районе ежегодно выходит на стабильный уровень и направлено на повышение качества жизни. Все 36 котельных у нас 6 сентября запущены, работают в штатном режиме. Топливо порядка 58 тысяч тонн мы сжигаем. Это с учетом местного угля, Кировского угольного разреза. Это порядка 10-8 тысяч тонн мы приобретаем нашего разреза. Герой конной экспедиции от полюса холода до Белокаменной Дугуйдан Винокуров встретился с журналистами. На пресс-конференции он охотно рассказал про путешествие, начиная от того, как возникла сама идея, и заканчивая прилетом лошадей в родные края. Также путешественник приоткрыл завесу тайны о новых проектах, которые реализуются в скором времени с полюбившимися верными друзьями Хаастах и Хонор. Напомним, коневоды верхом на лошади преодолели более 11 тысяч километров и пересекли 17 регионов страны. А весь путь до столицы занял 1 год и 4 месяца. Конная экспедиция была приурочена к столетнему образованию якутской автономии. Будем рассказывать о походе, какие сложности были, что проходили, как проходили. Ну, в общем, такой разговор полный будет про путешествие. Помимо этого будем обсуждать дальнейшие планы, дальнейшие проекты и реализации проектов. Инспекторы природного заповедника «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе готовятся к осеннему мониторингу популяции белых медведей. К авиаучету присоединятся сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, чтобы провести научные работы. Однако и в ходе ежедневной работы инспекторы получают немало важной информации. В рамках ежедневной работы специалисты оценивают общее состояние животного, его упитанность и другие факторы. После 3 лет перерыва из-за пандемии в Якутске снова проведут чемпионат республики по бодибилдингу. Ожидается участие около 30 спортсменов. Также введены новые для соревнования категории. Свое участие подтвердили не только атлеты из Якутска, но и из Мирнинского, Алданского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Более того, ожидается приезд одного титулованного представителя из другого региона, что станет сюрпризом для любителей бодибилдинга. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а мы продолжаем выпуск постоянной рубрикой, которую мы ведем с историческим парком «Россия. Моя история», и посвящена она столетию образования СССР. Сегодня мы расскажем о становлении массового спортивного движения Якутии. Доброе утро! Вот и закончилась 8-я спартакиада игр народов Якутии. В связи с чем я сегодня расскажу о зарождении спортивного движения в Якутии. В 1923 году был создан Совет по физической культуре при Якутском Центральном исполнительном комитете. Этот совет и стал организовывать спортивные соревнования и проводить спортивные кружки. Было при совете собрано описание 12 национальных игр и были подкорректированы их правила. В 1924 году в 8 кружках физической физкультуры состояло всего 200 человек. В 1925 году физкультуру ввели как обязательный предмет в школах и в техникумах. В этом же году были созданы окружные советы физкультуры в Алдане, Валекминске и Вилюйске. В конце 1926 года в секциях лыжного спорта, подвижных игр, шахмат, гимнастики, велоспорта занималось в общем количестве 1600 человек. С 1931 года был введен всесоюзный физкультурный комплекс ГТО.
Большим событием физкультурной и спортивной жизни республики стала первая всеякутская спартакиада, которая была проведена в 1932 году в честь десятилетия ЯССР. Во время первой спартакиады общекомандные итоги не подводились. Абсолютным чемпионом по масс-рестлингу в первой спартакиаде стал легендарный милиционер, который раскрывал тяжелейшие преступления, Гаврил Десяткин. Он еще стал знаменитым тем, что поднял камень весом 387 килограммов. Во все дни спартакиады городской стадион «Спартак», который находился на месте нынешней Комсомольской площади, был переполнен зрителями и болельщиками. Ежедневно на стадионе присутствовало около 10 тысяч человек. В программу спартакиады были включены бег, прыжки, метание гранаты, ходьба в противогазе, плавание, спасение утопающего, прыжки в воду с вышки, конно-спортивные состязания, национальные виды спорта, футбол, баскетбол, волейбол, городки, пулевая стрельба, велогонки. Вторая спартакиада была посвящена 15-летию комсомола Якутии и прошла в 1935 году. По количеству участников превосходила первую спартакиаду. И по прыжкам Кылы Ыстаңа чемпионом стал артист драматического театра, легендарный Дмитрий Босиков. Одними из призеров стали известный писатель Риас Кулаковский и Гаврил Макаров, впоследствии ставший профессором, крупный исследователь истории революции 1917 года и гражданской войны в Якутии. Третья спартакиада была организована в 1937 году и прошла в честь 15-летия ЯССР. Программа спартакиады по сравнению с предыдущей была расширена. По якутским прыжкам вновь не было равных Дмитрию Босикову с результатами по Кылы 42 метра 82 сантиметра, по Ыстаңа 37 метров 45 сантиметров. Впервые был подведен общекомандный итог, где первое место заняла команда города Алдана, второе место заняли столичные спортсмены и замкнули тройку команд призеров спортсмены Усть-Алданского района. С 1945 года название состязаний было изменено на Республиканскую летнюю олимпиаду. Название держалось за играми до 1955 года. В 1956 году были переименованы в летнюю спартакиаду народов Якутии. Современное название «Спортивные игры народов Якутии» появились в 1996 году, когда соревнования прошли в Барагонцах Усть-Алданского района. В продолжении темы спорта с 19 по 22 сентября в России отмечаются Дни студенческого спорта. И сегодня у нас в студии гостят руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта Северо-Восточного федерального университета Александр Черкашин и студент Конде Дватанга. Они расскажут о том, как спорт развивается в университете, какие изменения ждут учащихся и как в ВУЗе поддерживают спортсменов. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Александр, первый вопрос вам. Какие мероприятия планируются в этот день в университете и немного об истории этого праздника? Ну, в истории именно начнем. В 2015 году по патронатам ЮНЕСКО 20 сентября назначили Международный день студенческого спорта. Но в России с 19 по 22 сентября отмечается Международный день студенческого спорта. Но мы выбрали дату 21 сентября, и с сегодняшнего дня у нас начинаются соревнования по настольному теннису, стритбол, шахматы и легкая атлетика. Ну, эстафета будет. Конда, вы спортсмен в каком виде спорта? Я занимаюсь футбол. Сегодня буду участвовать в шахмате. То есть вы футболист, да, но в сегодняшней программе вы будете участвовать в шахматах. То есть это такое достаточно как редкое, да, сочетание. Да. То есть и силовой такой спорт, и, соответственно, шахматы. Да. Какие вот у вас ожидания? Ожидания? Победить? Занять первые места. Занять призовые места. Призовые места. Хорошо. Расскажите о Центре физического воспитания и развития, да, студенческого спорта СФФУ. И мы знаем, что он был открыт достаточно недавно. Да, ну в прошлом году открылся Центр физического воспитания и развития студенческого спорта. Мы курируем более 30 видов спорта.
Это как студенты выбирают данную секцию вида спорта и уже занимаются более профессионально. И самое главное, соответствует стратегии 2030, которую мы до 30-го года по поручению нашего президента систематически занимающихся физической культурой спорта мы должны превысить 85%. А какие меры поддержки вот оказываются спортсменам Северо-Восточного федерального университета? Ну, мы в России участвуем более российских 7 лиг. Это Национальная студенческая футбольная лига, Ассоциация студенческого баскетбола, по вольной борьбе, и по интеллектуальной игре, и Ассоциация волейбола. И некоторые 7 лиг мы участвуем в России. Вот недавно наши футболисты большой футбол играют в городе Ессентуки. И данным группы у них играют команды Донецкой республикой, Луганской, Южной Осетии и Абхазскими студентами. Кондо, вам вопрос. С какой вы страны? Из Гвинеи. С Гвинеи, Конакри, да. Ага. Там вот вы как бы сталкивались вот со студенческим спортом? Вот какие виды спорта особенно популярны у вас в Гвинее? В Гвинее популярный спорт есть, это только футбол. Но есть тоже другие футбол, английский бокс есть, и волейбол есть, баскетбол, но самый популярный это футбол. А скажите, а почему именно вы выбрали шахматы? Сегодня же будет еще, ну, как бы несколько направлений. Почему именно шахматы? Ну, сегодня, потому что раньше не знал, только вчера знал, а я не готов для футбола вчера, да. Поэтому сегодня я выбрал шахматы. Ну, это очень просто, да, очень искренне, да, в принципе. А скажите, вот, допустим, насколько вот вы видите, допустим, условия для развития спорта у нас в республике, да, в Северо-Восточном федеральном университете, и вот, допустим, у вас на родине, вот, есть с чем сравнить? Нет, нету разные, думаю, все одинаковые. Все одинаково? Да. Хорошо. А скажите, как развивается вообще сейчас студенческий спорт? Ну, студенческий спорт, могу сказать, наш данный вид спорта масс-рестлинг в этом году включен в Российский студенческий спортивный союз при Министерстве спорта Российской Федерации. И у нас со следующего года наш данный вид спорта, национальный вид спорта, включен как клуб Ассоциации студенческой лиги масс-рестлинга. Это как он попал в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. И уже будет проводиться как чемпионат России среди студентов. Кондо, тоже к вам вопрос. Скажите, вы на каком факультете учитесь? Я автодорожный факультет. Автодорожный факультет. Да, профессия? Буду стать инженером-дорожником. Инженером-дорожником? Да. Замечательно. Какой курс? Сейчас 3-й курс начинаю только. 3-й курс. Вы уже 3 года отучились? Да, 3 года. Плюс подготовительный факультет, то есть 3 года, ну, чуть больше 3 года сейчас. Вот вы когда приехали в первый раз в Якутию, вот для вас какое самое яркое впечатление было? Холодно, да, зимой, да, особенно зимой, потому что у нас нет там зимой, да. Но, тем не менее, вы спортом занимаетесь, здесь как бы есть все условия, и в основном, я так понимаю, футболом. Скажите, а как происходит сотрудничество с другими регионами и ведомствами вот, в плане развития студенческого спорта? Ну, развитие студенческого спорта у нас, мы скурируем более 10 федеральными вузами, и со следующего года у нас должно пройти грандиозное мероприятие, это в Екатеринбурге в 2023 году, которые по санкциями запретили универсиаду, которые должны пройти в Екатеринбурге. И на прошлой неделе мы были в командировке в Красноярске, и президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Геманович Сиранов сказал, что будет это мероприятие, будут всемирные игры, студенческие игры. Так что это мероприятие мы будем тоже участвовать, наши студенты. И еще могу сказать, у нас немного затронет историю университета, который проводили в 1973 году в Москве, когда Павел Павлович Пенигин завоевал 2-е место. И в 1985 году проводилось тоже в Москве. И плюс универсиада проводилась в 2013 году в Казани.
И зимние универсиады проводились в Красноярске в 2019 году. Вот. Но история показывает, что чемпиона универсиады в нашем регионе пока нету, но чемпионы в мире среди студентов есть. Эта универсиада считается как Олимпийские игры для студентов. Ну вот, опираясь на ваш опыт, да, допустим, студенты приезжают с разных районов, с разных стран, да, и вот как идет становление, вот, допустим, есть ли такие вот самородки, которые пришли и стали заниматься спортом именно в университете и достигают больших высот, или же это уже подготовленные ребята, допустим, в основном костяке именно? Не, но в основном, конечно, они подготовленные ребята, которые в своем регионе, в своем стране мира, которые уже занимались и уже записываются на секцию. Но на данное мероприятие уже записались более 15 стран участников мира, считается, да. Но в самом мероприятии слова это Международный день студенческого спорта. И как бы нынешним ситуацией мы как бы студенческий спорт объединяет дружбу народов. Ну, хотелось бы напомнить, что вчера, да, отмечался 20 числа Всемирный день студенческого спорта, ну а в России он отмечается с 19 по 22 сентября, и сегодня в Северо-Восточном федеральном университете пройдут именно спортивные мероприятия, посвященные этой дате. Ну а я напомню, что у нас в гостях был Александр Черкашин, это руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта СВФУ и студент Конден Ватанга. Вам большое спасибо за то, что пришли сегодня, рассказали нам про развитие студенческого спорта у нас в республике и в нашем, конечно же, университете. Ну что, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире и, конечно же, бодрого утра.